Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Вот у меня особенный ребенок, и мы были в 12-й поликлинике. Прошли с ним комиссию, нас направили в вашу школу, потому что мы живем здесь недалеко. Вот наши документы. Давайте. Вы знаете, я бы с большим удовольствием взяла вашего ребенка, но дело в том, что у нас нет условий. У нас переполненные классы, и преподаватели не имеют такого образования для того, чтобы работать с такими детьми. Вот. Но у нас есть прекрасные интернаты, которые могут дать достойное образование вашему ребенку. Вот. К большому сожалению, я ничем не могу вам помочь. Мы хотели бы, чтобы он здесь, конечно, учился, потому что рядом живем. Нет, так нет. Извините нас. До свидания. До свидания. Мы подумаем еще. Когда Мирчик родился, мы только потом узнали, что у него такой диагноз особенный. Мы позвали генетика, он подтвердил нам наш диагноз. Когда Мирчику исполнилось 7 лет, мы обратились в русскоязычную школу, которая находится недалеко от нашего дома, в районе, в котором мы живем. Но нам там отказали. Причем мы неоднократно туда ходили, мы просили, уговаривали, что наш ребенок обучаемый, что он не буянит, что с ним будет сидеть тьютор, что преподаватель не будет так сильно напрягаться, именно уделяя больше внимания моему ребенку, так как другие дети останутся без внимания. То, что мой ребенок будет сидеть с тьютором. Но даже несмотря на это, нам отказали. И порекомендовали обратиться в Министерство образования вообще за разрешением, чтобы мой ребенок учился. Я обратилась в Министерство образования. Я получила от Министерства образования направление в районо. Опять-таки на рассмотрение на районо, чтобы районо нас определило, в какую школу мой ребенок может ходить или в какую он не может ходить. Но в районо, несмотря на то, что я несколько раз туда ходила, они тянули время, чтобы как-то мягко отказать или направить. Они нас направили в школу, в которой дети обучаются, такие же дети. Я им сказала, дети должны быть в обществе с обычными нормотипичными детьми. Они должны учиться друг у друга. Если посмотреть по международным стандартам, конечно же, интернат это не является системой инклюзивного образования, так как она не дает права ребенку развиваться в кругу семьи и быть рядом и обучаться именно в сообществе, где он развивается. Инклюзивное образование – это очень такое, скажем, и широкое понятие, и это возможность укрепления и предоставления качественного образования для всех детей. Каждый ребенок в 7 лет, имеет право пойти в школу, именно в общеобразовательную школу. И это право написано в нашей Конституции. У нас, как принято, раз в семье родился ребенок с инвалидностью, значит, это как бы их прокляли. И, к сожалению, сообщество относится так же. Даже директора обосновывают тем, что у нас нет специалистов, у нас нет таких возможностей, и они стараются, так скажем, спроводить ребенка в интернаты. По совету таких же мамочек, как и мой сыночек солнечный, нам порекомендовали обратиться в общественную организацию «Ружди Инклюзия», которая находится в ресурсном классе в 28-й школе. И мы, не теряя времени, нас приняли в этот ресурсный класс, мы начали заниматься и параллельно начали готовиться к школе. И уже 1 сентября нас приняли в 28-ю школу без разговоров, со всеми документами, которые я подготовила изначально. И мы пошли в 1 класс, и сейчас мы параллельно занимаемся и в 1 классе, и в Ружди Инклюзия, где он дополнительно получает свои знания, потому что ему нужно больше времени для того, чтобы освоить какой-то материал, в отличие от нормотипичных деток. Общественная организация родителей детей с инвалидностью и специалистов «Ружди Инклюзия» была создана в 2011 году, как раз в тот год, когда подписалась концепция об инклюзивном образовании в нашей стране. В самом начале мы начали работать с учителями. Будучи учителем, преподавателем, я понимала, что учителям очень сложно. Я понимала, как им трудно воспринимать. И мы провели ряд тренингов для учителей школ.
Но мы начали расширять свою деятельность, мы начали работать не только с учителями, мы начали работать активно, работать с родителями, потому что инклюзия, она на самом деле начинается в семье, она начинается с принятия ребенка. С точки зрения инклюзивного образования, инвалидность – это социальная проблема. Когда мы говорим инвалидность, когда она появляется? Именно тогда, когда человек сталкивается с такими ограничениями, то есть не может сделать какие-то действия для развития, для чего-то. То есть он сталкивается, и вот инвалидность ровно в этом случае и появляется. Ребенок у меня был с отклонениями уже с ранних лет. Но я для себя решила, что мой сын будет ходить в школу, несмотря на то, что он понимает или не понимает, будет понимать или не будет понимать эти занятия, на которых он будет участвовать. Правда, дома были против, но я все равно настроена была, что мой ребенок пойдет в 1 класс со своими сверстниками. وقتی که در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 28 نایه فردوسی همچون دیرکتور تصدیق شدگی بودم، از اولین روزهای کاریم من با ماموریت با والدین به نهایت زیچ همکاری میکردم. از تمام گرد و اطراف شهر دوشنبه به مکتب ما پدر و مادران می آمدند که کودک معیوب ما را قبول کنید. حرکت میکردیم، قبول میکردیم، با امکانیت مؤسسه تعلیمی نگاه کرده. این فعالیت کاری ما رو وادار کرد که و تشکر زیاد به وزارت موارد ما رو دستگیری کردن. در مؤسسه تعلیمی ما صنف ریسورسی آماده کنیم و سال 2011 ما صنف ریسورسی رو آماده کرده. در اینجا تعلیم خود رو با کودکان امکانیتشون محدود آماده کردیم. Мы создали такую альтернативную модель, значит, создали ресурсный класс, где могут получить поддержку и ребенок, и родитель, и учитель, и также сообщество. В данном классе ребенок получает дополнительную образовательную поддержку. Да? У нас есть программа подготовки к школе, да, чтобы ребенок уже подготовился, он адаптировался, потому что всем нам нужно время для адаптации, а для нашего ребенка еще немножко больше времени, чтобы он адаптировался и пошел уже в класс вместе со всеми. Но в основном адаптация тоже нужна и для родителей, потому что родителям очень сложно, да, когда они обращаются и им говорят «нет», у них как бы опускаются руки. Я мать 3 мальчиков. 2 моим старшим деткам поставили диагноз расстройства аутистического спектра. К счастью, уже я на улице увидела свою подружку, встретила подружку. Она мне рассказала про организацию «Рушная инклюзия». Я пришла к АПИ Замире. Она нас приняла без проблем. Мы стали ходить в организацию, мы работали с детьми. Благодаря организации мы ходили на разные тренинги, узнали о правах наших детках, в том числе то, что наши детки имеют такие же права, как другие детки, ходить в обычную школу с обычными детьми, должны учиться, получать образование. Несмотря на диагноз, у меня Мунис очень любит математику, решает разные задачки, использует счеты, очень хорошо пишет, рисует, читает очень хорошо. А Анис любит больше буквы, там собирает пазлы. Когда ребенок социализируется, да, он развивается вместе со своими сверстниками. И это хорошо и ему, и его сверстникам. Потому что вот это инклюзивное пространство, оно и предполагает, что он совершенно, он такой же, как и все другие. Моя учеба в школе попала в очень непростой период для нашей страны, да, это был очень непростой период, все было очень сложно.
ходил я в обыкновенную городскую школу, благо отношения с людьми у меня складывались очень доброжелательные, то есть удалось практически сразу со всеми учащимися, со всем педагогическим коллективом наладить общий язык, взаимодействие. То есть меня, к счастью, воспринимали как обычного человека без учета всех моих особенностей. То, что касается успехов в учебе, ну, как у всех. Сначала двойки, тройки, а потом пятерки. мо бо омӯзгори фанни информатика Глеб Анатольевич Русин соли 2019 охӯрдем дар мактаби хусусии Донишвар. ман Глеб Анатольевичро аз нақлҳои шогирдонам медонистам ки ҳамин хел омӯзгор кор мекунад дар ин ҷо. вақте ки бо Глеб мо шинос шудем, он чизе ки ман шунидам, он чизе ки ман дидам, ино ҳардуяш зидди ҳамдигар буданд. ман дар Глеб надидам ки ӯ касал аст ё он ки ӯ аз ҷиҳати ҷисмонӣ камтар камбудӣ дорад. умуман ин чиз ҳис карда намешуд. бисёр омӯзгори бадониш, бисёр омӯзгори чусту чолок. ва ман аз ин воқеа хеле хурсанд будам ки ҳамин хел инсон дар ҷомеа худашро ҳамин хел монд. нигоҳ накарда ба камбудии ҷисмонияш, ӯ дар зиндагӣ кор мекунад, зиндагиашро пеш мебарад, ба модараш ёрдам медиҳад, на ин ки ба модар, ба аҳли коллектив ёрдам медиҳад. ва соли 2021 вақте ин мактабро ташкил кардан бо ташаббуси ҷаноби олӣ, манро дар ин ҷо муовини таълимӣ интихоб кардан ва якумин дараҷа, якумин коре ки ман кардам, ман Глеб Анатольевичро ба ин ҷо даъват кардам барои кор. барои ки ҳамин хел инсонҳо дар бари ман дар кор буданд, барои нашъунамо ёфтани мактаб, барои пешравии фаъолияти кори мактаб. мо ҳамҷоя корро сар кардем. Работа в школе – это последние 6 лет. Я стараюсь работать в таком ключе, чтобы меня воспринимали на равных, меня воспринимали именно как знающего специалиста. То есть не было вот этого фактора, давайте там пожалеем, что-то у него там не получается, ладно, пусть. То есть за любые ошибки в полной мере, в полном объеме я готов нести свою ответственность, также, ну, и радоваться успехам, как и все. дар ҷомеаи имрӯза ҳар як волидайн вазифадор аст ки тибқи конститутсия, тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар, тибқи низомномаҳои соҳаи маориф, тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф вазифадор аст ки падару модар кӯдакро бар муассисат ҷалб кунад. имрӯзҳо мо мебинем ки падару модар дар ана ҳамин чиз костагӣ мекунанд, дар ҳамин чиз пофишорӣ мекунанд ки кӯдаки ман имконияташ маҳдуд аст, наметавонад, ё ин ки кӯдаки ман сухан карда наметавонад, ё кӯдаки ман раҳ гашта наметавонад. аз ин лиҳоз ба волидайн ҳамин қадар гуфтанӣ ҳастам ки ба ягон кор нигоҳ накарда кӯдаконашонро ба муассисаҳои наздикии хонаашон ҷалб кунанд. Когда сама семья уже адаптируется, выходит в сообщество и показывает, что, слушайте, мы такие же, как вы, у нас такие же желания, у нас такие же мечты, и мы вообще-то имеем право, да? Тогда общество меняет свои отношения. Мое сопутствие для родителей будет в первую очередь: примите своих детей, какие они есть ли у них инвалидность или нет, и дайте им это право получать образование с раннего возраста наравне со всеми детьми, не ожидая, не иская где-то, не слушая о том, что, например, если ему 6 лет, и он пока еще, у него какая-то задержка в развитии, он не может быть 6-летками в школе или в детских садах. Ребенок, сколько ему лет есть, в этом возрасте он должен идти и проходить свои этапы развития. И только в этом случае, когда родители наши не будут унывать и примут это все, и будут знать права своих детей, и не стесняться их, потому что все дети одинаковые в плане прав, несмотря на то, что все они очень разные. Инсон дар асоси баробарӣ мебошад ва қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи баробарӣ ва барҳам додани ҳама гуна шаклҳои табъиз
таъмини баробарӣ ва амалишавии тамоми ҳуқуқҳои шахсӣ, ҳуқуқҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, гурӯҳи шахсони алоҳида, аз ҷумла кӯдакони маъюбият доштаро кафолат медиҳад. ҳамзамон бояд қайд намуд, ки ба мутобиқаи лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ ба қонунгузорӣ дар бораи баробарӣ ва барҳам додани ҳама гуна шаклҳои табъиз, экспертизаи зидди табъизӣ лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ мегзаронад ва хулосаи онҳоро пешниҳод менамояд. Мы должны понимать, что мы для создания инклюзивной сферы, пространства, да, мы должны меняться все. Не только семьи с инвалидностью. Потому что мы много видим, вот мамы приходят и говорят, вот мой сын ходит, допустим, он плохо видит и плохо слышит, и все на него указывают пальцем. Вот я не прихожу, потому что я вот думаю, а что скажут люди? Вот это понимание, вот это принятие. Мы все должны понимать и принимать, что мы все разные, но мы равные.